смотрится лучше, которые выплетены из белых ниточек. Если кружева на коклюшках сплетены другой нитью, они читаются по-другому. А кружева коклюшечные, это кружева коклюшечные, они сразу ассоциируются с нашей, с Россией, с вологодским кружевом. И здесь выдали участникам белые ниточки. Они плели кружевные белые изделия. Тема была объявлена всем одна, а вот какой объем работы каждый участник выбирал сам. Почему? Потому что скорость плетения на коклюшках, она, во-первых, очень длительное плетение, медленное плетение. Дали участникам 5,5 часов. И каждый участник выбрал сам себе, нарисовал себе сколок, чертеж, технический рисунок называется сколок, вот, и по нему выполняли задания. Тема, да, раскрывается одна, а вот как они ее раскрыли, мы узнаем об этом завтра. Сегодня участники закончили работу, завтра они нам ее представят уже в оформленном виде. Ну, будет оцениваться в целом и раскрытие темы, чистота, качество работы. Вот. Ну и, естественно, работы все должны быть в законченном варианте. Уровень, скажу так сказать, Вологда вне конкуренции, потому что это, наверное, у них уже на генном уровне заложена вологодская участница. Прям там, ну вот, говорю, вне конкуренции. Там вот видишь ее, то есть как и ручки работают, и подача материала. И сама она и сколок нарисовала, сказала, что сегодня спала всего 2 часа, то есть работала над этим. Вот. И сейчас она закончила работу, но она хочет ее еще какие-то добавления сделать к работе, это мы уже увидим завтра. Я занимаюсь плетением вологодского кружева. На данный момент уже основной узор закончен, ниточки зашиты. И я решила выделить вот здесь вот, получается, у меня основная композиция – это как богиня-роженица, получается, и вот здесь у нее цветочек, а внутри цветочка зарождается новая жизнь. Я решила ее выделить тоже золотой нитью в цвет, как вот здесь цветочек выделен, и головной убор у берегини. Ну, сначала это было моим хобби, теперь уже 5 лет я работаю методистом по народному творчеству, преподаю для детей и взрослых, участвую в разных конкурсах, выставках. Но я подала заявку вообще на удачу, решила просто заочно поучаствовать, и так неожиданно пришло приглашение на очный этап. Ну, конечно, хотелось и посмотреть на других, показать себя, естественно, показать свои работы, посмотреть на работы других участников, не только моей номинации, но и вообще, чем молодежь занимается в настоящее время. Конечно, победить, потому что вологодское кружево – это бренд нашей области. Ну, я как-то попробовала, и у меня стало получаться, ну, а потом у меня это как снятие стресса, хорошее времяпрепровождение, ну и, в принципе, люблю дарить кружева, поэтому моим подругам, родителям, родственникам, в принципе, всем нравится, и отличный, считаю, подарок. Поэтому я больше занимаюсь это как для хобби. Я посещала кружок, у нас есть, вообще я родом из Перворайска, у нас там есть Ольга Григорьевна, которая, в принципе, всему этому обучает. Вот, но, конечно, это не вологодские кружева, не елецкие, ничего такого, но все равно считаю, что высокий очень уровень, потому что у нас даже модельеры как-то заказывали у нашего преподавателя кружева. Ну, вообще, это будет один из элементов колье, то есть я еще добавлю сюда кольцо, и, в принципе, можно будет его носить, потому что я больше рассматриваю кружево как, в современной обработке, что его можно сочетать с новой одеждой, а не какой-то специальный, необходимый специальный наряд. Вообще, я приехала посмотреть Уфу, да. Ну и, конечно же, в принципе, посмотреть уровень, как вообще посоревноваться, как девочки плетут, очень было интересно. И, конечно же, победить, что как вы думаете? Номинация «Кружевоплетение». Дипломом лауреата первой степени награждается Албертьева Анна Александровна, Губернаторский колледж народных промыслов.
Лауреатом третьей степени стала Шалдина Анастасия Сергеевна, профильный лицей номер 10 имени Ахмета Давлетова. Лауреатом второй степени стала Садыкова Регина Венеровна, профессиональный лицей номер 10 имени Ахмета Давлетова. Ее также нет сейчас на нашей торжественной церемонии, но аплодисменты звучат в ее адрес.